Здравствуйте! В эфире «День в истории Абхазии». Мы представим вашему вниманию информацию о событиях, произошедших в день 27 февраля в нашей истории. 27 февраля 1919 года вышел первый номер газеты «Апсне». Первая типография открылась в Сухуме в 1895 году. Сухумский листок объявлений, Сухумский вестник, Гагринская газета, Черноморский край, Сухумская правда, Воля вольных – это первые газеты, выходившие в Абхазии. В начале 20 века на абхазском языке начинают выпускаться учебники и научно-популярные брошюры. Редактором первой абхазской газеты «Апсне» стал основоположник абхазской литературы Дмитрий Гулия. 27 февраля в Абхазии отмечают День средств массовой информации. 27 февраля 1993 года жительница оккупированного Сухума Людмила Тарнава писала в своем дневнике: «Я, задыхаясь от спазмов астмы, а вчера за весь день не смогла выпить стакан горячего чая. Съела горячий рисовый суп соседки и сразу согрелась. Как мало надо человеку, да еще в условиях войны и блокады. Дров нет совсем, надо перетерпеть и посидеть без еды. С утра грохает отсюда град. Говорят, что абхазцы готовят наступление на Сухум, а отсюда им не дают проводить дислокацию войск». 27 февраля 2003 года научный центр «Абхазская энциклопедия» и Московский исследовательский центр абхазоведения издали книгу «Абхазский архив. 20 век». Документальные материалы сталинско-бериевского периода советской истории, помеченные грифом «Совершенно секретно», вошли в эту книгу. Около полувека эти документы хранились в одном из подразделений Комитета государственной безопасности в Сухуме. Составитель сборника документов – историк Станислав Лакоба. Предисловие, а также введение к разделам и именной указатель подготовил историк Юрий Анчабадзе. 27 февраля 2008 года Верховный комиссар ООН по правам человека Луис Арбор посетил Абхазию. Верховный комиссар ООН по правам человека и президент Абхазии Сергей Багапш выразили готовность содействовать улучшениям в сфере прав человека. 27 февраля 2009 года компьютерный томограф был презентован в Агудзерском военном госпитале. 27 февраля 2013 года принят законопроект о порядке проведения массовых мероприятий в Республике Абхазия. До этого дня порядок проведения митингов и шествий в Абхазии регламентировался указом Президиума Верховного Совета СССР от 1989 года. Согласно одной из поправок, уведомления о проведении сходов в Лыхнашта и Мукашта подавать не нужно. Для остальных собраний, шествий и митингов минимальный срок подачи уведомления не менее 5 рабочих дней до проведения мероприятия. 27 февраля 2013 года создано новое общественное объединение «Ассоциация юристов Абхазии». Его председателем стала юрист, кандидат юридических наук Диана Пилия. 27 февраля 1874 года родился Андрей Модрах, архитектор. Работал в Абхазии с 1905 года. Проектировал как военно-инженерные сооружения, так и здания гражданской архитектуры, преимущественно в стиле модерн. Из самых известных в Сухуме зданий Модраха – дом мирового посредника Сухумского округа полковника Лакербай, дом купца Кириакиди, дом братьев Ксандопула, дом купца Метаксы, дом председателя Сухумского общества караимов, купца Бабаджана и другие. 27 февраля 1941 года родился Ниазби Пачулия, доктор физико-математических наук. Ниазби Пачулия – участник многих научных семинаров и международных математических конференций. Он автор 82 научных работ, соавтор учебника «Апсобсща» для студентов по специальности математика. 27 февраля 1959 года родился Заур Чантурия, герой Абхазии. С начала грузино-абхазской войны находился в рядах абхазского ополчения, сражался на Восточном фронте. При его участии в 1992 был взорван мост через реку Тамыш, захвачен вражеский БТР в селе Новый Кындах. В качестве командира группы принимал участие в боевых действиях в селах Ктол, Ануархо, Тамыш, Кочара, Лабра, Атара Армянская, Атара Абхазская, Баслах и других. Во время отражения очередной атаки был смертельно ранен. А сейчас о некоторых событиях, произошедших 27 февраля в мировой истории. 27 февраля 1598 года Земский собор избрал царем Бориса Годунова и принес ему присягу на верность. 27 февраля 1879 года получен искусственный подсластитель сахарин.
27 февраля 1964 года спущен на воду первый в мире туристический подводный аппарат «Мезоскаф Агюст Пикар». А еще ежегодно 27 февраля в мире отмечается Международный день полярного медведя. И в заключение выпуска информация о погоде. За последние 10 лет в день 27 февраля самая высокая температура была зафиксирована в 2013 году. Это плюс 14 градусов. Самая же низкая – плюс 5 градусов в 2011. Это вся информация на сегодня. Всего доброго. Увидимся завтра на канале Абаза ТВ.